Надеюсь, что мы с вами пообщаемся. Ва алейкум ассалам. Будут интересные вопросы. Так. И надеюсь, отвечу на ваши вопросы, интересующие вас. Говорили, что я уже не тот, не активный, что силы покидают меня, что все, на этом все закончилось, и мы с вами прощаемся. Вот такие разговоры есть. Что касается, сейчас пока соберутся у нас друзья, гости, все, кому интересно, как говорится, так, сейчас, так что вопросы можете задавать. Так что... О, я слышу. Да, у меня. Так. Бяхма было, что соплемянник. Когда не у себя, то бывает как не у себя. Да. Так, что тут? Так, освободилась. Çoğuleçu başına. Çoğuleçu at. Somirный адамду. Я очень даже мирный человек. За мир и за справедливость. Так. Итак, я готов ответить на ваши вопросы, которые у нас есть. Надеюсь, сегодня немножко не в своей тарелке, поскольку, как говорится, да, чужой территории, не у себя ва алейкум ассалам, не у себя на базе. Башлам австрийская железная дивизия 1800, кто разбил? Железная дивизия. Я в эфире, кажется, зачитывал вам
разбила дикая дивизия, и об этом я вам зачитал. Ассаламу алейкум башлам дайла, это бойла. Так. Дайла это бойла, хадай мах бузитарх, ахбечу балхандери язгил. Масана. У нас тезия, да, просто кварта. Tezje чем ordinadır, kvarta piyasqılçı, kepqılçı, kuyqılçı, diktodur, sen işit bakay fuqiyetler. Başlandal alşuval, haddal ettu boyal, haddal gozul, hazal, hiqal, jadal, дейрезгил. В последнее время мне приходилось часто выезжать в горной части. Тухмашуқай, цахилар, худу, цабахан, дуйцун. Ночью Джинху Ас-Армайлир, я вам рассказывал. Там 10 тейпов. Чтобы давайте по очереди. Отвечу сразу. Ночью Джинху. Есть 10 тейпов, которые не входят в тухумы. И один тейп, который входит и не входит в тухум. Допустим. Поясню, почему какой. Дело в том, что 10 тейпов Кей, Дишни, Майстой, веппи, хотя по сути веппи и должны были входить с одной стороны, тогда получается два тейпа, и веппи, и дышни и входят, и не входят. Поясню вам почему. Да, фактически, юридически оформлено, документально веппи входит в 10 тейпов, которые не входят в тухумы, как и чинхуай, как и дышни и все остальные. Майстой, Кей, Нашхуай, я вам их перечислил, и Мулхуай. Так вот, эти тейпы, по сути своей, поскольку они находятся географически расположены в другом месте и в количественном отношении они большие, они не нуждались в объединении в тухумы. То есть в нападении, в боевых действиях, вы знаете, да, тухум социально-экономическое, политическое объединение. А вот те, кто проживает в эти тухумы, которые есть 9 тухумов, они объединялись. Это люди, которые проживают, хотя они не кровно родственные, но живущие на одной территории, они объединялись в тухумы. Ну, по крайней мере, этот термин закрепился за ними. Он не чеченский, он и не был никогда чеченским. По разным данным, некоторые историки, этнографы говорят, то оно тюркское, то оно арабское, то оно персидское. Но факт остается фактом. Впервые его начали использовать в Дагестане, на дагестанские общества, хотя не совпадают, конечно, у нас абсолютно разные структуры с Дагестаном, поскольку в Дагестане 38-40 народностей, не знающие, на каком языке друг от друга они говорят, грубо говоря, да, не понимающие друг друга, не имеющие кровного родства, но их назвать тухумами вполне возможно. Но у нас их называть так было неправильно. Однако некоторые этнографы перенесли, такие как этнограф Мамакаев, они перенесли это слово впервые, конечно, это после Кавказской войны. Русские непосредственно этнографы перенесли на Чеченскую республику и начали называть ичкеринский, там, тухум, там, Чеберлоевский, Шатоевский и так далее и тому подобное. Хотя оно не подходит к нам. Еще раз поясню, поскольку мы все говорим на одном языке, и мы все являемся одним народом, но фактически они назвали. Ладно, дальше трактуем. Поскольку это военно-политический, социально-экономический союз тейпов, тухум, почему вяппи и дышни и входят, и не входят. То есть официально они среди 10 тейпов, которые не входят в тухум. А с другой стороны, вяппи проживают в огромном количестве, огромном, имеется в виду немалым количеством, входит в акинский тухум, который проживает в Аухе, да, с одной стороны, а с другой стороны он и не входит. Почему? Потому что родина вяппи находится в совсем другом месте. Что касается непосредственно дышни, дышни тоже являются и томкалинскими, но однако дышни входит и Нохчмаххойский тухум, потому что большое количество дышней проживает в Веденском районе, то есть в Ичкеринской области, область Ичкерии, старое название имеется в виду. Ныне оно называется Веденский район, и им
поскольку они проживали там во время военных действий, во время Кавказской войны и в других набегах, они участвовали с остальными нахчмахкоевскими тухумами. То есть они входят в тухум, поскольку они не могут говорить, мы не входим в ваш тухум, мы не будем воевать. Такого нет в истории нашего народа. То есть они выступали вместе, отражали нападения. Вот такая ситуация. Что касается Чинхуай, Нашхуай и все остальные, они не нуждались в объединении и фактически формировании этого союза, поскольку они были изолированы далеко в горах и не приходилось. В отличие, допустим, от тех же Мелхи. Мелхи сражались, и сражались они и с грузинами они воевали, то есть с хивсурами, имеется в виду, и с остальными грузинскими обществами. Так что такая ситуация. Вот, что касается хорошей новости, я не успел вам сообщить. Хорошие новости по очереди начну сообщать, потому что вопросы начали идти подряд. Хорошая новость. Завтра всех моих братьев, сестер, кто проживает рядом, чтобы все мои зрители знали, Дюэлках, Псидах Юрты, закончилось строительство великолепной, прекраснейшей мечети. Дюэлках Ашбол, Псидах Ашбол, Бахар, Хуай, Вайнохчи, Вежри, Ижри, Шудал, Техайбертки, Велдал, Беркати, Дуал, Шумеждик. Чоухаз Междик, насколько я знаю, очень красивая мечеть, великолепная мечеть, долго они ее строили, но закончили. Это еще одна жемчужина, прекрасная красавица, построенная, как говорится, сердцами и руками представителей нашего народа. Беркати Междик, Дайла, Штучу Адин, до Анжуат Лойл Масана, Дайл Энхиетан Бойл, Дюэлки Ашмел Болчера, Шу Ахья Гарик, Энхиет Ми, Шу Дикали Хажна, Шу Немеждик До, Шту, Хазхиетар Дакаду. Так что если у кого есть возможность, Кан Док Сага Докша, открытие Хрёшушуна, Дюэлки Урта, Псидаха. Шеишега уру, ше этобега вахча хазахарду, дикахарду. Так дюк юртара, ваижриш вежриша, чо хашал дешбу, чо шеқам дук дешбу, гуттар шеқом схиллабу, бехабу, цанц ашаш эцома, даци хоштуй вуштуй бош, так эснабац, дал си дуэлце, дал дух бабу алиш. Я знаю, что есть и непростой ситуации представители. Значит, так, понятно, в Ютубе вообще жестко, ба. Амад, Ваша, походу это у тебя, тебе нужно или перезагрузить, или что-то сделать в Германии, в других местах я его написал. Все говорят, видно, слышно. Перезагрузить постарайся. Я не знаю, у меня вроде бы все идет нормально. Вся эта работа налаженная, которая проходит и идет, мы стараемся проводить его с выездами, показать вам все культурное достояние, огромное количество петроглифов, которые мы показали. В дальнейшем, я надеюсь, и все понемножку вам ответить на все ваши вопросы. И плюс ко всему еще хочу сказать, вот эти вопросы типа Уарсуай, это Уарствай и так далее и тому подобное. Я прошу вас, те люди, которые не знают нашей истории или не знают историю тейпов, прошу не писать такие вещи в Ютубе, тем более. Это смехотворно. Уарсуай не имеет никакого отношения к Уарствай. Уарствай тухум относится вообще к другой ветке. Это Чеберлвай.
Уарсуай, как они зафиксированы, они чеберлоевцы. Они относятся к Чеберлой. И они, и Садуай, и Ихруай, и Цикруай, и остальные. И Магажуай, и Хуай, и Харкаруай. Это все чеберлоевские. Нарнийцы зашли в алейкум ассалам. ДРСХИЛ не имеют никакого отношения, как написали нарнийцы. А Уарсуай это, наверное, эрси, русские и так далее и тому подобное. Не Уарсуай, Арсуай, а Уарсуай. Ни эрсной не имеют никакого отношения к русским. Русские у нас называются или гаски, или мюжги, вот, или уэрси, которые не имеют отношения, кто по-разному, кто как говорит. Никакого отношения не имеют ни по ДНК, ни по родству, никак. Не нужно писать вот эту всякую лабуду. Я понимаю, что есть зависть, есть какие-то межтейповые разборки, есть негодование. Это, если это пишет кто-то из наших. А оно всегда было и есть. Было и хорошее, было и плохое. Среди любого тейпа есть это. Поэтому вот эти высказывания, наверное, это, ну, нарнийцы, которые неизвестно от кого появились, вообще я имею в виду, поскольку они сказочники, лжецы по жизни, то, что они говорят, это мне никак не влияет. Но люди, которые сидят и являются чистокровными ногчи, когда начинают писать вот эти всякие небылицы, это сложно. Что касается про тейпы, я еще раз повторю, если я показываю Арсоевскую гору или башню, всю информацию, которая есть про Уарсуай тейп, я напишу. Всю информацию, которая есть про Магажуай, я выложу. Количество, проживание, легенда, история. Где гипотеза, я указал, что гипотеза, что предположение. Говорит, что Уарсуай это греки, другие вот эти, алейкум ассалам, вот эти ненужные разговоры вести пустословие не нужно, если вы не знаете. Есть точная наука, которая сегодня уже никакие легенды, выдумки не прокатят. Есть ДНК-тесты, и ДНК-тесты показывают Уарсуай, Магажуай, Садуай, Чинхуай, Чеберлуай, вообще Ихруай, Цикруай, они являются чистокровными ногчи. И у них не сверх какой-то ДНК пришлых, или там греков, или татаров, или кого-то либо другого. Они чистокровные представители нашего народа. Как вы можете такие вещи говорить, когда я вам показываю петроглифы, показываю их башни, которые ничем не отличаются, что на востоке, юго-восточной части нашей Родины, что на западе. Никакой разницы нету. Потом еще. Еще одно. Вот эти разговоры о том, что вот вы же говорите, что в 14-м, то есть после нашествия Тамерлана, вы вернулись, а с ножки спустились многие тейпы чеберлоевские. Как может быть этому селу столько лет и так далее и тому подобное. Не нужно болеть и быть идиотом. До нашествия Тамерлана, до прихода татаро-монгол, то есть точнее монгол в 1221 году, вплоть до Каспийского моря проживали ногчи общества. Потом, по разным причинам, от набегов кочевников, от набегов пришлых монголов, потом в дальнейшем от Тамерлана, пришлось отступать и потихоньку подниматься в горы. Таким образом защищали свой народ. Женщин, детей, стариков отводили в безопасное место. Это не обозначает, если говорят, мы спустились с Ношхи, почему-то все решили, что вот Ношха, вот с Ношхи спустились в 8, 9, 10 веке, а до этого как будто бы на этих территориях нигде такого не было. Алейкум ассалам. До Ношхи жили на плоскостных территориях. Вы должны это понимать. И только во время военных действий, и только во время набегов, убийства,
когда не могли справиться, уходили в горы, все остальные, я имею в виду, и скрывались в горах. Точно так же произошло во время Тамерлана. И после того, как уже скрылись в Нашхе, это уже 14 века, да? В 14 веке, 15 веках, когда начали возрождаться, начали спускаться и обратно осваивать, спускаясь, осваивать свои родные земли. Будь то Чеберлой, будь то Аух или так далее и тому подобное. Ну, Аух, он и оставался даже во времена Тамерлана он был. И точно так же Чеберлоевские земли точно так же были заселены. Потому что башенные комплексы 12 века, 13 века, они уже существовали там. Да, и вот эти разговоры говорят о том, что были язычниками, а никто и не скрывает. Нормально человек, который изучает свою историю, он должен знать. Да, увидел. Все, бардачься, хаустишься. Интернет. Так. Есть связи? Раз, два, три, четыре, пять. Меня слышно? Дайте мне знать, кто-нибудь. Напишите, видно, слышно. Здесь очень большие напряги и с интернетом, и с телефоном есть связь. Нормально, хорошо слышно, Сантина? Ва алейкум ассалам. И один брат наш сегодня первым задонатил, зовут его Авторхан, кажется. Задонатил и поддержал нас в эфире. Авторхан Алязин Умахчуксой. Огромная благодарность за поддержку всем, кто хочет поддержать наш канал. Внизу экрана вы видите номер наших, точнее, реквизиты нашего канала. Кто хочет поддержать, кому нравятся наши эфиры. Наша работа можете поддержать. Авторхан Хауна Дересхил Далсидо. Так вот, что касается язычества, были ли, не были, я вам еще раз говорил, до прихода ислама наш народ является очень древним. Не надо говорить, что мы не были язычниками, что вот мы сразу родились в исламе. Это невозможно, чтобы вы понимали. Народ, который называет себя потомками Ноя, в любом случае вы должны понимать, что у нас никак не получается, потому что ислам появился только в 7 веке. Да, есть суждение некоторых исследователей, что мы были монотеистами и до прихода ислама. Но это всего лишь разговоры. Опять же, проникновение каких религий было на нашу территорию. Мы знаем, что было и христианство, был и иудаизм, пытался, но не прижился. Вот. Ислам пришел в основе своей, те исследователи, ученые, которые говорят, пришел нам с юго-восточной части. То есть через Дагестан. С этой части максимально он распространился на нашей территории. Это, конечно же, не говорит о том, что
не было, что было непосредственно вторжение арабских генералов и воинов через Дарьяльское ущелье. Да, было. Было ли распространение? Вполне возможно. Было ли распространение ислама через Амира Тамерлана? Есть такие высказывания, что якобы Тамерлан, то бишь Тамерланг, хромой Тимур, что он якобы оставлял представителей нашего народа, которые говорили на момент именно Тамерлана, который мы перечисляем, тот сын Гаюрхана, которого звали Мухаммад, уже говорит о том, что непосредственно они были в исламе. То есть в XIV веке, мы знаем, Маас находился в западной части нашей Родины. Тогда уже получается непосредственно ислам в XIV веке был. Возможно, по официальным данным, конечно, проникновение ислама полного уже считается окончательно. Все поголовно приняли ислам, уже в 18-19 веке уже все были мусульманами. Все без исключения, даже те горные общества, которые были закрыты. Вот. Христианство не прижилось, хотя попытки проникновения непосредственно через Грузию, христианскую Грузию, православную Грузию или правильно католическую Грузию, называйте как хотите, проникновение христианства на территорию было. Не в таком количестве, как у соседей, конечно, но прижилось, не прижилось, у нас остались остатки непосредственно святилищ, и в горной части об этом очень много писал. И Гольштейн писал, и Хасан Бакаев об этом рассказывает, и в книге Сигаури об этом очень много есть. То, что проникновение христианства в горной части было, но не прижилось. То есть уже во время Кавказской войны в основе своей никто не говорит о том, что чеченцы были. Иудаизма было ли проникновение? Но мы знаем по Хазарскому каганату, что часть Хазарского каганата исповедовала иудаизм, да и горные евреи, которые появились, здесь тоже остатки, которые тайно, возможно, официально, конечно, нету, но исповедовали иудаизм. Вот так вот. И опять же повторюсь, те высказывания и те разговоры, которые пустые ведутся, я могу понять норнийцев и их невежество. Людей, которые выросли на сказках, небылицах о нашем народе, дабы только сказать плохое. Так, от брата Шамиля поступил донат. Шамиль, да рассадуэл, будиснек эзершка соудолетил, да резхил за поддержку. Огромная благодарность всем за поддержку. Вот такие вот, как говорится, тематика. Что касается башенных комплексов и даты, взятые не с потолка, эти даты, и анализы, и документы, все они есть еще с советских времен. Мы имеем, как мы знаем, да, каталог. И здесь на этом каталоге описывается каждый башенный комплекс. Сейчас, чтобы было понятно, допустим, Макажой, вот, архитектура, комплекс, мечеть расположенная. Ну, вот смотрите, здесь все сказано про мечеть. Макажойский архитектурный комплекс 12-18 века. И брат Ибрагим задонатил, ибо Дейл Шеду Ахсагана. Ибрагим, Дейрес Хилда Духуахуар. Здесь первая, вторая башня боевые 12 века.
строить башен неизвестны, но характер построек отражает черты восточного варианта чеченской средневековой архитектуры. Состав комплекса: одна мечеть и две башни. Мечеть в восточной окраине селения представляет собой в прямоугольном плане. Там мечеть реставрирована в 1824-25 годах. Об этом гласит арабская надпись на каменном блоке в мечети. Вот, ну и так далее и тому подобное. Так, допустим, это вот первая башня, боевая башня номер 1. Это Макажоевский башенный комплекс, я говорю. Расположена на мысе довольно широкого каньона. Стены сохранились высотой до 10 метров. Башня ориентирована углами по сторонам света. Стены выложены из хорошего обработанного камня, из глиняно-известкового раствора. С северо-восточной стене устроены каменные блоки с петроглифами, знаками в виде зооморфных фигур, из петроглифов в виде спирали. Башня в плане почти квадратная, 4,85 и так далее и тому подобное. Вторая боевая башня расположена в восточной части селения, ниже боевой башни номер 1. В 45 метрах от нее у склона мыса, который резко обрывается, уходит к реке Ансалта. Стены сохранились высотой до 15 метров. Башня ориентирована углами со стороны света. В стенах башни имеются бойницы, башня в плане квадратная и так далее и тому подобное. То есть документально все эти башни и даты, то, что мы имеем, то, что мы вам показываем, они есть. Так, Цикорой есть, но Цикоройский я вам не показывал. Дальше видим Садой, я заснял, Садой чуть меньше. Уарсой. Так, вот, Уарсоевский архитектурный комплекс 12-16 века, Веденский архитектурный комплекс, 17 километров к западу от высокогорной река Ансалта, комплекс сооружения. Там дальше уже идет история общества Чечни, Чеберлай со стороны половины 19 века посещались статистики этнографов, Зейдлиц, исследования Расикова, Росикова, Ган, Вертепов и другие. В 1936 местные архитектурные памятники осматривал кавказовед археолог Круглов. В 1956-65 комплекс средневековых построек Чеберлоя неоднократно обследовался археологом Марковиным. В дальнейшем местные памятники изучал С.Ц. Умаров. Это Уарсоевские, Харкароевские. То есть все эти башенные комплексы, которые мы зачитывали, они зафиксированы документально. То есть мне ничего по сути, кроме того, что вам показать, что осталось от них, кроме того, чтобы показать и ознакомить вас на сегодняшний день. Ориентация башенного пострана. Послушайте, это официальный каталог. Непосредственно анализы были взяты, радиоуглеродные. Это все было сделано. Это еще с советских времен. Это уже сейчас они находятся в наиболее худших, как говорится, варианте. То есть за 2 чеченские войны они очень сильно пострадали. Еще в плюс, не считая землетрясений, которые были последние лет 5 тому назад было землетрясение, вы знаете, да, в Веденском районе. Каждое землетрясение, тем плюс еще разрушение от боевых действий. Я вам показал снаряды, танковые снаряды показал, минометные снаряды показывал. Точно так же показывали видео, где есть вертолетные ракеты, обстрелянные, эти башенные комплексы. Уже взяли давным-давно, и эти даты не с потолка. То есть это не те башенные комплексы, которых сейчас там некоторые реставрируют и говорят, что они, оказывается, им 2000 лет. Это не такие башни. С советских времен они зафиксированы. То, что говорят ученые за последние, при публикациях Харкароевской башни,
те ученые официально, которые опубликовали, есть на территории нашей Родины, там говорится о 200 башенных комплексах, в той или иной мере разрушенные. Понимаете? Псевдоученые, Галгай, у вас петроглифы рисуют у вас на кухне. У нас нормальные радиоуглеродные анализы сдают. Я же говорю, ты тупорылый баран. Я тебе говорю, с советских времен это все дело и анализы, и фиксация, и даты записаны. Ну а ты зашел, тебе как старой жеру нужно обратить на тебя внимание, чтобы все на тебя сейчас накинулись, начали оскорблять, потом зайдет другой имбецил и скажет, вот вы сидите и только нас обсуждаете. Так, дальше. Макажой междик чуварц, цанистелерха, старый междик дубохш, хазния сон. Башлам. Междик чувар, но чур заснять сцейри, это старая, непосредственно вечер был, под съемки у меня на телефоне, как я мог бы заснять и не видно было. Мы живем в Советском Союзе. Ты, дебил, живешь неизвестно где, тебя по-другому никак не назовешь. То есть, чтобы тебе было понятно, это не то, что ты сегодня можешь отправить, заплатить и говорить, что у нас 99% такие ДНК. В советское время это было чуть-чуть посложнее. То есть купить диплом или сделать Филькину грамоту в советское время было трудно. Это не сегодня, понимаешь? Сел, собрал донаты, напечатал книгу про фонему F и говорить, что ты древнее всех древнее. В советское время такое нельзя было сделать. Это ты понял намек, я тебе отвечаю таким же образом, как ты заслуживаешь это. И не более. В Советском Союзе была одна из самых сильнейших исторических школ. Да, конечно, были и проблемы. Да, нам не давали изучать свою историю. Да, нас за это в многих местах прикрывали. Но сдать анализы, радиоуглеродный анализ взять, или дату написать, или что-либо, над этим работали специалисты. Конечно, без всякого сомнения. Ну да ладно, Астафилла, я как-то на эмоциях, нужно быть с вами нежнее более. Нежным нужно быть с вами, политкорректным, я забыл. Просто мы сейчас говорили о других вещах, ты зашел и вот. Вот. Мечеть возрождена, именно вот эта мечеть. А вот что касается башенных комплексов Макажовских, нет. Харкароевская мечеть, Харкароевская непосредственно боевая башня, она восстановлена полностью. Полностью восстановлена. Поэтому здесь мы, конечно же, видим работу непосредственно профессионала. Что касается остальных башенных комплексов, обязательно заснимем. Я вам показал целый город Харкарой, я вам показал целый город Уарсуай, целый город Хуай, Макажой. Алдамгези замок я зайти, он тоже реставрирован, я не успел, но обязательно в следующий раз зайду. То есть это такие исторические личности, мегаличности. Этот, конечно же, тоже замок Алдамгези находится в Чеберлое. Вот. Это вся котловина, это Чеберлоевская котловина. В основе своей. Там, да, оставались жилые башенные комплексы, Ихруай, Цикруай, и верхние Уарса, Лахар Уарс, Лахар Уарс. Лахар Уарс, он более древнее был, поэтому я оттуда его подснял. И могильные плиты тоже я заснял. Верхняя часть башенный комплекс, который реставрирован на горе, вы видели, да? Я как бы на него много не оставил внимания, не уделил внимания, но в основе своей спустился и
по восстановлению, реставрации этих жилых башенных комплексов и всего остального, здесь, конечно же, есть вопросы. Сами жители не хотят этого, не хотят, чтобы там убрали, очистили, чтобы туда приезжали туристы. Ну, вот такие вот спорные моменты. Харкароевские не хотят, точно так же. Когда мы даже ездили туда фотографировать, делать видео, когда говорились, было бы хорошо точно так же их восстановить, показать, что огромное количество башенных комплексов, может, как и Хуа и так далее, они сразу, то есть это простые жители, которые противятся этому, не хотят. Они говорят, сюда будут приезжать туристы, сюда будут приезжать эти, мы не хотим. А то, что они находятся в зарослях, что они скрыты от всех людей, для них это больше или красивее, или важнее, я так понимаю. Вот. Очень понравилось. У Арсуа есть место в горах, где проводились какие-то собрания, ритуалы. Это сверху горы, вы заметили, нет, не знаю, огромная ровная площадь. Вокруг него находятся огромные валуны. То есть прямо это место, как сразу говорю, это не для исламского ритуального места. Это не место мечети, это не место башни. Но то, что там собирались или воины, или старейшины и проводили совет, это было отнюдь непростое место. И чтобы было понятно, туда добраться на тот период, когда я говорил с некоторыми представителями этого типа, то есть старейшинами, так сказать, людьми, владеющими информацией, они говорят, что вот эти огромные валуны, там по 3 тонны, 4 тонны, если не больше, это огромные плоские такие камни, которые как Стоунхендж выставлены. Он мне объяснил, что это было место ритуала, где проходили какие-то собрания, ритуальные мероприятия, и что их таскали на волах. Волами волокли туда. Но, честно сказать, это просто... Я, хоть и человек такой не маленького телосложения, но, чтобы вы понимали, толщина этих плит, это почти до метра доходит. Как их можно было ломать на тот период? Это ничем не проще, чем строить египетские пирамиды, поверьте мне. Египетские пирамиды-то хоть и на ровном месте находились, а здесь, как говорится, просто невозможно это. Понимаете? Вот. Нету никакого Галганчожского района. Никогда не было такого. Есть Галанчожский район. Как Нохчи-Тейп Галай, Галанчож, который не имеет к вам никакого отношения. И никогда не имел. Когда вы вообще появились в 1860-м, из-за лояльности к вам какие-то земли, там, акинцев кого-то передали к вам. Даже они через 4 года сказали, мы хотим к своему народу, и вернулись обратно. Галанчуш никогда не был вашим. И не будет. И ни Нашха, ни Майста. Ваши вот эти сказки уже всех достали. Васаркал тоже стал сейчас уже вашим. Мялхай тоже вашими стали, которые никогда не были. Ни Эккой никогда вашими не были. Ни Тирвай не были вашими. Баллай каким-то странным образом стали вашими. Ваши это те, кто вас называет и рассказывает то, что вы рассказываете. Все, остальное ничего не ваше. Ты со своим радиоуглеродным анализом, я видел их. Там написано 19-20 век у вас. Мадийцитас век. Какого века и когда построено, что у вас? Мне не рассказывайте свои сказки. Вот. Так что вот эти башенные комплексы, которые есть, которые строили орсоевцы, харкароевцы, макажоевцы, хуай, они очень хорошо сохранились, именно те, которые, нижняя часть, которым при обстреле могли сохраниться. То есть прямого попадания танкового снаряда или из пушки, или из гаубицы, которые не могли разрушить. То есть такие остались.
Харкероевская боевая башня осталась, потому что она находится немножко внизу. А само селение Харкерова находится вверху. Только за счет этого там она была частично разрушена. Хойской башне повезло чуть меньше. Но благодаря эскизам, которые были, ее реконструировали. Харкероевскую тоже реконструировали. Макажоевскую нет. И если сравнить Хой башню, Харкеровую башню, в которой есть доступ, еще можно как-то подъехать. Макажойской нету вообще доступа. Если ее даже возможно реставрировать и реконструировать, она вообще этого договора. Малала, спроси у самих нашхоевцев, ты мне будешь сейчас сказки рассказывать. Никакого до 1860 года никакой административной единицы не было. А ючо пич адита. Вайтарца, ладно, оставим. Да, Амуд, есть такой. Вот. Вот эти башенные комплексы, конечно же, только вручную можно восстановить. Дольше архивный документ. То, что документ ты мне рассказывал про Гюльденштейна, оставь. Я тебе могу столько документов показать. Даже откуда вот Галгай ушли, я тебе могу показать. Иншаллах, я скоро поеду в горы, я видео засниму, откуда вы ушли, по документам, вашим источникам. И некоторым нашим источникам. Откуда вы ушли и осели в Асиновском ущелье, это тоже покажу. Дольше архивный документ. Адукуак. Тебе и не снилось? Хошныри хаятинел, переписки, я горжусь, что я из ногчи народа был, шасу гязин. Это тоже есть. От и Макажой Хой, Харкеровский, Хойский, может, доступ есть. А того, что нету, у Макажойской мечети еще более или менее, но мечеть сохранилась. А вот башни Макажоевские, их очень сложно будет восстановить, они прямо на обрыве. Не то, что вот, знаешь, на равнине там взял, поставил, построил, сказал, что это им 2000 лет. Нет, это не такие места. Там восстанавливать даже очень сложно. Это очень трудно. Понимаете? Так что по Чеберлою я, наверное, закончил все, кроме башенного комплекса Алдамрези. Ихрой, ну там опять же остались только... это просто-напросто огромное количество петроглифов. В одном Чеберлоевском районе столько петроглифов, сколько нет у некоторых людей в целом регионе. Это не те петроглифы, которые сегодня на кухне кто-то нарисовал. Понимаете? Это вот реальные петроглифы, очень древние петроглифы, которым, как мы знаем, альхамдулилля, они зафиксированы и уже давно есть. И в той же книге, великолепной книге «Тени вечности», вот эта книга, здесь Лечи Ильясова, каждый петроглиф, все, что найдено, чтобы не было. Смотрите, петроглиф. Смотрите, этот петроглиф у чеченцев олень был тотемным животным. Ничего не напоминает в книге Лечи Ильясова. Смотрите, вот этот рисунок. Я вам его показывал сейчас буквально
у себя на видео. Видно? То есть эти рисунки, эти петроглифы, они, что самое интересное, нельзя сказать, что эти петроглифы нарисованы сейчас, в современной России. Нельзя сказать, что некоторые люди сенсация, мы нашли петроглиф, который до боли не было. Ты смотришь, он находится на высоте там 40-50 сантиметров, то есть человеческий. В советское время и до советское время ученые, которые просто везде побывали, фиксировали. Нигде никто не зафиксировал, а вот сейчас некоторые люди находят, это древнейший символ. Другой сидит четко и говорит, считаю, что сегодня нужно нарисовать еще один из древних петроглифов. Так вот, в Чеберлоевском районе, в одном Чеберлоевском районе, намного больше петроглифов, чем у некоторых людей в целом регионе. Это только один Чеберлой. Один Чеберлой. Я уже не говорю о том, что касается Шаройского района. Вы-то и делаете, что рисуете петроглифы, даже воруете и историю соседних народов. Дольждар хейн документ, кто у кого ворует, все знаем. Белга сегодня в Ингушетии унесли знамя за то, что воевали против тех, кого ты перечислял. Не понял, конечно, кого я перечислял. В Ингушетии жилых башен больше, соответствия петроглифов в Ингушетии.